Летальных исходов в Якутии не зафиксировано, но это не значит, что опасность миновала. Напротив, начался наиболее опасный период. О том, как действенно обезопасить себя, готов рассказать Сергей Михедов. Почти 120 подтвержденных случаев по Якутии, по 4-5 новых больных ежедневно. Такова скорость распространения смертельной инфекции. Вам может показаться, что это небольшая цифра, но посмотрите правде в глаза. Мы пришли к ней примерно за 10 дней. И если раньше фиксировать новые случаи заражения было проще, ведь все заболевшие пребывали из-за пределов республики, то теперь вероятность встретить вирус возросла в несколько раз. На сегодняшний день только в Якутии насчитывается 27 очагов COVID-19. Вирус уже активно распространяется внутри республики. На сегодня выявлено внутри нашей республики 27 очагов заражения. Как показал наш собственный клинический опыт, практически все случаи коронавирусной инфекции осложняются пневмонией. И хотя в первые дни эта болезнь не имеет значимых каких-либо проявлений, впоследствии могут развиться тяжелые осложнения со стороны легких, которые требуют подключения к ИВЛ в условиях реанимационного отделения. Сильный кашель с мокротой, боли в груди и практически невозможность дышать самостоятельно. Так ощущается воспаление легких или пневмония. Чем человек старше, тем выше возможность развития этого очень неприятного недуга у зараженного. Но и молодых болезнь не обходит стороной. Например, в первые дни распространения COVID-19 в Москве большую часть заболевших составляли молодые люди в возрасте до 40 лет. Еще одна особенность. У большинства зараженных отсутствуют какие-либо клинические проявления вируса. Эта группа представляет огромную эпидемиологическую опасность для всех нас. С сегодняшнего дня любая острая респираторная вирусная инфекция должна расцениваться как подозрение на коронавирусную инфекцию. Поэтому, если вы ощущаете первые симптомы ОРВИ, которым раньше могли не придавать особого значения, теперь обязательно обращайтесь в больницу. Длительность живучести этого вируса, она совершенно различна. Где-то есть данные, что это может быть 36 часов, есть данные до 5 суток, но вот по данным того лайнера Diamond, там вирус на поверхности даже сохранялся до 17 суток, что, конечно, очень настораживает нас и еще раз заставляет задуматься о, профилактических мероприятиях. Запомните простые правила. Чаще мойте руки и лицо, хорошо питайтесь и трижды подумайте перед тем, как выйти из дома. Кто знает, где смертельный вирус поджидает очередного носителя. Наша главнейшая задача сейчас не допустить новых очагов заражения, новых случаев заражения. И самым эффективным и действенным методом борьбы с распространением коронавируса является самоизоляция, карантинные меры и социальное дистанцирование. Таким образом, единственный верный способ прервать распространение коронавируса – это оставаться дома. Сделайте это, если вы заботитесь о своем здоровье и благополучии ваших близких. Иначе любой необоснованный контакт с другим человеком может обернуться катастрофическими последствиями. Сергей Михедов, Якутск.